Гульнар Цапалова, наш эксперт, ветеринарный врач, заместитель декана факультета ветеринарии по воспитанию Ветеринарной медицины. ветеринарной Даже, медицины. Я целую программу с Гульнарой снял. Ну вот неважно, как это назовешь, важно то, что это человек, по-моему, который к каждой живой тварюшке с такой любовью безграничной относится. Даже к тараканам. Я просто увидел в ее руках кошечку или кота, мы еще не познакомились. Барсик. Это да? кот. Барсик, да. Я сразу очаровался, потому что тут же вот вроде бы нервничающий кот, он смотрите, сразу, оп, и все. Но Барсик это ваш кот, Это правильно, мой Гульнар? личный Это питомец. ваш да. кот. Да, да. Вот и познакомились. Он уже был в гостях здесь, да, Я его как-то. очень хорошо помню. Да, Ну и да. сегодня у нас не зря мишура здесь появилась, да, елочные игрушки. Да. Мы говорим как раз-таки про подготовку к Новому году. Очень часто Мгм. случается так, что животные у нас тот Да, самый хотелось дождик бы, да, проглатывают, обратить да. внимание хозяев, да. Вчера я нарядил, ну, я там 2 дня назад нарядил елку, и Так. мне тут же пишут: вам хорошо, у вас нет котов, а у меня кот всю елку ободрал. Да, Правда? да, согласна. Коты, конечно, проявляют очень живой интерес к нарядной елке. И, ну, это, конечно, много роликов, да, размещают, Да, где да. коты роняют елки, Да, там да. прыгают на Как это них. все весело, да? Да, да, но, конечно, это могут быть и проблемы, и хозяева прежде всего должны знать, с чем они могут столкнуться, с какими проблемами. Кошки, они сами по себе хищники, хоть очень одомашненные, но они все равно хищники. И вот вид вот этого переливающегося, как блестящего, посмотрел да, даже Барсик, хоть он и нервничает, переливающейся вот этой мишуры вызывает у них прямо такой живой охотничий интерес. Они думают, что же это такое, почему оно Мгм. шуршит, почему Мгм. оно блестит. И, ну, соответственно, начинают на елку Агрессивно. прыгивать, Да. скакивать, да, Ага. пытаться поймать. Также елочные игрушки, ну, они на ниточках, вот если их взять, да, они же Да, 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 пошатываются, да, да. заденут лапкой тоже. Также, ну, и елка для них это, естественно, дерево. У них инстинкт лазить по дереву, ну и поэтому они прыгают, ну, елка не выдержит, надо, ну, хорошо очень елку крепить, чтобы она не падала. Ну, и проблема, хотела бы сказать, главная проблема в Новый год с новогодней елкой – это вот мишура. Кошки, они любят ее поедать, Мгм. да. Почему они ее поедают? Во-первых, мишура, она сама, это, ну, как пластик, металл, она сладковатая на вкус. Ничего себе. Да, Никогда и- не пробовала мишуру. Да, ну, Да. ну, не знаю, посоветовать вам попробовать или нет, но специалисты говорят, ну, что она И сладковатая. поэтому Я кошки её, представил, да? как Юля кидается на елку. Вместо салатов, да? Так. И у них, когда они, допустим, в принципе, вот то, что она попробовала, но кошки, они не могут выплюнуть. Да. Ну, да, у них вот если посмотреть в пасть, да, Так, давай, Барсик, покажем твою сейчас пасть. мы откроем. Давай, Барсик. Вот. У них такие чешуйки на языке, да, Ага. располагаются. Они смотрят внутрь ротовой полости, М. внутрь глотки, так скажем. И если мишура зацепится, то даже они, пытаясь ее выплюнуть, она Не им не смогут. понравится, да, они ее будут заглатывать до конца, пока всю эту мишуру не съедят. Она у них не попадет в желудок. И Это когда же миш... очень опасно. Да. И да, вот 4 исхода может быть, когда мишура попадает в желудок. Первое – это вызвать животному Рвотный рвотный рефлекс. рефлекс, да, все правильно, пока мишура находится в желудке. Каким образом? Так, Пальцы. Как А, у человека, как у человека Нет, или чем-то какое-то Ну, лекарство можно специальное? дать перекись водорода. Ну, нежелательно, конечно, если вы увидели мишуру, кончик мишуры, да, в ротовой Стараться. полости. Нет, не доставать. Сразу к ветеринарному Мгм. врачу, он вызовет препаратами специальными рвотный рефлекс и Мгм. выйдет мишура. Если же мишура ушла дальше, в кишечник, то там, конечно, проблем будет намного больше. Возможно, закупорка кишечника. Конечно. Ну, естественно, закупорка, это уже нарушено пищеварение, ну, на весь организм влияет. Мгм. Следующее, вот эта мишура, у нее края очень такие острые, да.
Следующий исход это вот эта мишура, она может Порезать. порезать, поцарапать, очень сильно повредить кишечник, продвигаясь по М. кишечнику, и может вызвать сепсис, то есть общее заражение, и перитонит. Вот это Тоже, да. да. Как всё опасно. И, ну, и четвертый исход, ну, это, наверное, такой самый благоприятный, это когда... Выйдете естественным путем? Да, выйдет мишура естественным путем. Но это тоже надо смотреть. Если не вышло, конечно, ну, Надо к обращаться к ветеринару врачу. обязательно, да? Да, и вот эти повреждения кишечника, конечно, только хирургическим способом можно избавиться. Но ни в коем случае вы увидели, допустим, Мишуру. из одной Да. части тела Не не вытягивая. доставать. Я уже Мгм. сказала, она Можно разрезать острая. всё, да? Да, можно все повредить. Все такие слизистые оболочки очень нежные. Ну вот Мгм. вы как хозяйка кота, Барсик, обычный вполне себе кот, он очень любит вот это все? Да. Да? Нет, он у нас спокоен? очень спокойно. Да, кстати, вот на характер кота тоже нужно смотреть. Он к этому очень спокойно относится. Единственное, да, игрушки он может, конечно, поиграть, которые внизу на нижних веточках висят, и все. Просто На я хотел мишуру спросить, не- вот что бы вы посоветовали владельцам кошек и котов, которые реагируют? Может быть, не О, это наряжать очень ёлку? хороший вопрос, очень хороший вопрос. Если вы все-таки, ну, обычно, когда Мгм. маленькие дети, елку обязательно, ну, нужно наряжать, да, как-то лишать Ну, праздник, детей конечно, праздника, да. Рекомендуется, что елку, во-первых, не украшать мишурой, только Мгм. елочные игрушки и гирлянды. Достаточно этого. И елочные игрушки, чтобы были не стеклянные. Все-таки, если Мало ли елку вдруг, да? уронит, да, Мгм. разобьется. Ну, сейчас в основном пластиковый. И если уж вы не можете отказаться от мишуры, то, естественно, следите за своим питомцем Мгм. ежесекундно, наверное. И можно мишуру обрабатывать всякими пахучими веществами, А, которые чтобы отталкивать, отталкивают, да. Ну, допустим, запах цитрусовых. Да. Пульверизатор да, и пшикать на мишуру. Классно. Слушайте, Да. Хороший вот совет, это да, лайфхак. прям, да. Классно, спасибо большое. Ну, а так, ну, нежелательно, да. И, ну и не Да. кормить, наверное, со стола тоже в новогоднюю ночь, Ну да? это да, это, конечно, и человек переедает в Да, Новый да, год, да. ну и животным тоже невозможно отказать. Ну, что сделаешь, это уж человеческий фактор, я Честно думаю. скажите, даете Барсику со стола его? Только честно. Положа руку на да. сердце. Да. Йогурт любит. Любит йогурт. Я не могу ему в этом отказать. Ах ты какой Барсик. Гульнар, Повезло спасибо тебе. вам большое. Вот как всегда вы Да. каждую среду, каждое утро вы даете какие-то вот такие полезные советы, лайфхаки, которые, я уверен, ну, многие зрители просто даже не подразумевают о том, что вот так возможно. Мгм. Например, Да, по согласна с по вами. опрыскиванию это гениальный лайфхак, и не надо убирать Абсолютно, елку, да. ты просто обработай, чтобы для кота это не возбуждало какого-то вот там животного интереса. Ну, Ну в первую да, очередь да, да. покушать, да? Да, наверное. да, да. Мгм. Спасибо вам огромное, Гульнар Спасибо Цапалова, вам. Спасибо. Барсик у нас в гостях.